На этой неделе жители Арска пикетировали здание местной администрации. Повод был более чем весомый. Дело в том, что учителям одной из школ Арска сообщили о том, что школу закрывают. Преподавателям, по их словам, ничего не объяснили, ничего не пообещали. Да и с закрытием школы ситуация по меньшей мере странная. Формальным поводом стало ее аварийное состояние. В детали конфликта вникал Игорь Севрюгин. Такое столпотворение возле районной администрации жители города Арск видят разве что во время предвыборных агитаций. Собственно, на этой неделе к народным избранникам в том числе и обращались арчане. Задача лоб в лоб столкнуться с главой района. Встретиться законным способом пробовали. Получается не всегда. Вопрос о том, что третью школу будет закрывать, об этом еще не было. Нет, ну сказали, ну конкретно вопрос, что третью школу будет закрывать. Конкретно, что не будут вообще строить третью школу. С 1 сентября было, оказывается, известно, что школа не будет работать. Нас никто не предупредил. Дети остались, как говорится, кто куда. И родители не знают, и учителя без работы остались. Мы что должны делать? Нас вчера вечером предупредили, сказали, что школа закрывается, и все. А дети уже у нас не знают, куда идти, плачут. Они хотят в эту школу. Должны же что-то предпринять. Можно было. В июне уже у нас спортзал обвалился, никто ничего не предпринял. Сегодня от той самой рухнувшей стены ничего не осталось. Ветхую часть здания закрыли. В этой части располагался спортзал, актовый зал, несколько классов и учительская. Почему закрыли? Так как провис потолок, и после провисания потолка признали аварийной эту часть. Поэтому мы были вынуждены перейти в другую часть. Учителя и ученики, внимание, а их здесь почти 700 человек, схожи во мнении. Стены затрещали по швам, как только началось строительство этого трехэтажного здания. По слухам, здесь будет какой-то коммерческий университет. Строительство ведется вплотную к школе, а часть новодела и вовсе уже на территории школьного огорода и частично спортплощадки. Там же строится... Рядом строится, вот да, институт строится. Вот, наверное, этому институту и мешает наша школа. Хотят землю, наверное, отобрать. Мы только так и думаем. Пока в школе шли занятия, родители и часть учеников продолжали пикетировать здание местной администрации в надежде встретиться с глазу на глаз с главой района. На этот, пусть и не согласованный с местной администрацией митинг, пришло около 100 человек. Родители, ученики, учителя теперь едины в решении одной проблемы, которая коснулась их всех. Но если не дойти, то докричаться до главы района все-таки возможно. Верните школу! Верните школу! По всем характеристикам это, конечно же, митинг, но представители местной администрации, которые спустя некоторое время все-таки вышли к протестующим, предпочитают не бросаться такими громкими словами. Вы знаете, что это просто было заявление о встрече? Это не пикет. Заявление должно рассматриваться в течение 30 дней. Поэтому Мы как представители средств массовой информации имеем право осветить это мероприятие? Я поэтому просто ставлю вас в известность, что данный факт надо освещать не как пикет, а надо освещать как просьбу о встрече с администрацией района. Как бы это действие ни определяли, но проблему за понятиями не скроешь. Представитель от местной администрации объяснила, что решение о закрытии школы – это не их прихоть, а реакция на постановление суда, которое было вынесено в начале февраля этого года, потому сейчас такая спешка. А какая судьба учеников и учителей? А в данном случае татарские классы мы распределяем по Арской гимназии номер 5 и 4 класса мы распределяем в Арскую среднюю школу номер 1. К сожалению, судьба пока не решена. 600 детей, вот 600 детей. И вчера уже Зафрана сказала, что 50 учителей без работы останутся. Все, 50 учителей. Из толпы посыпались вопросы. Раз здание, которое начало крошиться на глазах еще летом,
Почему тогда набрали первоклашек? Если деньги не будут выделены с 1 сентября, это и будет продолжаться. А что вы хотите? Вот сейчас это началось. Просто сейчас есть решение суда, где мы не можем продолжать учебный процесс в тех зданиях, где мы сейчас продолжаем. На сегодняшний день здание... Школа вчера начала падать. С июля месяца мы начали ходить в этот А зачем тогда набрали первоклассников? Что-нибудь другое решили? Знаете, такой же вопрос я вам могу сказать, да? На что вы надеялись, когда отдавали первоклассник? Вот такой же вам встречный вопрос. Вопрос на вопрос. Надо было тогда думать. Потому что школа сильная, учителя сильные. Мы тоже на это надеялись. И вот сейчас сложилась ситуация такая, какая сложилась. Мы ее стараемся сейчас решить, чтобы не оставить детей вместе с учителями на улице. Стоимость одного баскетболиста – это стоимость одной средней школы, да? Неужели мы сегодня не можем обеспечить вот наш район такой школой? Я прям удивляюсь. Предлагали открыть какой-то фонд, возможно, как бы помощи, может быть, какие-то, я не знаю, бизнесмены, крупные всякие предприятия могут чем-то помочь. Нам сказали, вы что, какие глупости говорите. То есть даже они это отрицают. Я не знаю, что они делают для того, чтобы сохранить. Им легко как бы от всего отказаться. Нет школы, нет проблем. Да, нет школы, нет проблем, и все. Они так легко отмахиваются как бы. Тем временем ученики настроены решительно не покидать здание своей родной школы. Учеба здесь пока еще продолжается. До каких пор – неясно. Тем временем в Арске до 2014 года прогнозируется рост рождаемости. Куда пойдут учиться, если самую большую школу в Арске сносят? Родители намерены митинговать и просить помощи уже не у местной, а республиканской власти. Уважаемый наш президент, просим вас, вот все родители Арской средней школы, просим вас, пожалуйста, помогите нам в постройке школы, чтобы дети вот так не мучились. Пожалуйста, помогите нам в постройке школы, выделите нам денег. И мы уж, конечно, родители тоже поможем. Пожалуйста, помогите нам. Игорь Севрюгин, Роман Безменов, 7 дней, Арский район. В Министерстве образования и науки Республики нас заверили, что закрытие школы в Арске никак не связано с процессом оптимизации малокомплектных школ, который идет сегодня по всей стране. Это, кстати, тоже отдельная тема, и мы к ней обратимся в наших ближайших программах. Нам уже пора, по-моему, создавать по аналогии с Обществом охраны исторических памятников Общество охраны учебных заведений, причем тоже исторических.